Приветствую, Салим. Как ты? Привет. Отлично. У тебя как дела? Все хорошо. 1000 лет тебя не видели мы. Ну, если конкретно, где-то с Нет. февраля. Почти год получается, да. Да, да. Ам, Я сначала скажу, что я знаю, потом ты скажешь, насколько это верно. А, По-моему, мы делали эфир с интервью я делал с Исламом Мамедовым. Он сказал, что ты переехал, то ли в Лос-Анджелес ты переезжал, то ли куда-то. У тебя семья, и ты занимался там какими-то своими делами, а сейчас вернулся в Сан-Хосе. Так точно, все верно. Ну, как говорится, ислам сказал всю правду. Вот, и нечего добавить. Поэтому был занят своими делами, обзавелся семьей, женился, вот, занимался своим бизнесом. И сейчас вот вернулся, дальше посмотрим, время покажет. Ну, я тебя поздравляю. Спасибо огромное, большое Пусть, да, спасибо. пусть чуть запоздало, но так или иначе. Слушай, возвращаешься ли ты в бои? Да, само собой, само собой. Где, что, когда, куда? Пока что это все секрет, но скоро, как говорится, скоро, думаю, все прояснится, поэтому чуть-чуть нужно время. Я хочу форсировать события, поэтому, думаю, нужно чуть-чуть подождать, чтобы было все 100%. Тогда Мгм. уже, тогда уже огласку дам. Ты понимаешь, что было не так до этого с твоей карьерой? Понимаю, конечно, как говорится, на ошибках учимся, поэтому ошибки, которые были сделаны мною, и это опыт, еще раз опыт, поэтому исправим в этот раз и вернемся сильнее. Два шага назад, как говорится, шаг назад и два шага вперед, это лучше, Мгм. чем ничего, да, поэтому Слушай, справимся. а почему так кардинально? Ну вот как тебе пришла такая мысль в голову? Отовсюду уйти, не быть в соцсетях, не быть в медийке, переехать? Перезагрузиться. Мы знаем то, что много великих спортсменов отходили назад, перезагружались, думали, что не так, и возвращались, и у них получалось лучше. Надеюсь, что у меня также получится, и поэтому я был занят собой, именно выделял как бы больше времени, чтобы я потратил на себя и на свою семью, само собой. Вот, и это важно. И сейчас я вот вернулся, посмотрим. Уже новая Ну, сила, новая мотивация, и дальше, я думаю, будет хорошо. слушай, когда человек обзаводится семьей, я по себе знаю, у него чуть меняется в голове некоторые, знаешь, моменты, которые раньше были другими совсем. Есть у тебя такое ощущение? Так точно, мне кажется, это с приходом семьи все меняется, мировоззрение меняется, ты смотришь на вещи по-другому, мыслишь уже как взрослый человек, понимаешь, ответственность. Я думаю, что потому что это более, как бы, это чувствуешь ответственность все равно. Ты ответственность за человека, и поэтому это правильно. Мгм. Правильная вещь говоришь. Ты общался уже с Хавьером? С Вером, да, общался. Я помню, когда последний раз я приехал, как раз ребята были здесь, я навестил их, там салам закинул. Как раз он был в зале еще, и пообщались. Он, когда вернешься, давай возвращайся, там пообщались. И я сказал, через 2 недели, и вот я вернулся, они уже уехали. Да, пообщались. Он мне из Дагестана позвонил, вот сказал, давай, тренируйся, выше голову и начинай, короче. Пора начинать. Сказал, хорошо. Ты пока соскучился? Да, конечно, это же сам понимаешь, это спорт, это как, я не знаю, как по-другому это объяснить, это тебе просто тянет все время. Вроде бы ты думаешь, да, все, я оставил, но все равно тебя тянет туда, потому что, не знаю, не описать тебе это чувство. Когда я вернулся, у меня как будто было такое ощущение, что я вернулся в свой родной дом. А ты Такое уже было. сейчас тренируешься активно, ну, то есть ты в Да, процессе. да, да, я уже в процессе, да, уже 3 недели как в процессе. Набираю форму А потихонечку. все это время с февраля ты особо не тренировался. Нет, я был занят своими делами, развивал свой бизнес и сейчас вот вернулся.
ты сейчас можешь сказать, что ты стабильно стоишь на ногах, в том числе и материально? Можно сказать, что да. Ну, я почему тебе это говорю? Потому что, ну, мы какое-то время с тобой общаемся, и были разные времена. Ну, ты лучше меня Да, это знаешь, да? Ты сам об этом да, мне рассказывал, да. что это была одна из проблем, которая постоянно, ну, была в голове, мне кажется, тоже. Постоянно была в голове, что и мешает спортсмену в карьере. Это любой спортсмен это знает. За двумя зайцами бегать невозможно. Поэтому стабильность это лучше. Стабильность тебе дает дисциплину. Поэтому я считаю, что у меня, слава богу, все хорошо. И я, в принципе, решил этот вопрос. И все отлично сейчас. Жаловаться грех, как говорится. А не была ли у тебя мысль не брать перерыв, скажем, в карьере, а вообще ее закончить после того, как в Беллаторе у тебя не получилось? Мысли у меня были еще в 2016 году. М. Это мысли, они приходили и уходили. Но сдаваться, просто уйти, ну, я считаю, что это было бы с моей стороны неправильно. Как бы я почувствовал бы себя как слабый человек, который просто, когда проблема, ему вот проблема, а он убегает. Я думаю, что надо, наоборот, стоять стойко и решать. В этом и суть, понимаешь? Поэтому приходили такие мысли, да, но я их отгоняю все время. Беру, я думаю, лучше я возьму перерыв, чем бросать, потому что от этого я получаю удовольствие. Это смысл, наверное, чуть-чуть, можно сказать, по сути дела, у каждого спортсмена смысл жизни, да, и поэтому надо до конца доводить то, что ты начал. Полпути возвращаться, это неправильно. Падают, всегда люди падали и падают, и встают, и идут. Поэтому эти вещи делают нас сильнее, как спортсмен, как человек, морально, духовно. Поэтому на это нужно смотреть как так, значит, должно было быть. Все. Мгм. Изменить. Есть ребята, с которыми ты общаешься, ну, скажем, более близко, и которые, ну, были в курсе твоих планов, там, может, как-то тебя поддерживали, говорили, давай, там, возвращайся, все, ты будешь в топе и все такое. Были люди вокруг меня говорили, все равно, кто бы что ни говорил, человек должен слушать свое сердце, поэтому это первое, я исходя из того, что говорю из своего опыта, никто не будет в твоей шкуре, поэтому ты сам должен почувствовать, нужно ли тебе это, сможешь ли ты это сделать. И поэтому, конечно, были люди всегда близкие, рядом подсказывают. Но на самом деле, когда я исчез из общества, можно сказать, никто не знал, где я, что я. Я просто занимался собой. И я знаю то, что лучше, наверное, для человека, это когда человек занимается собой, и все остальное приходит к нему. Знаешь, когда мы бегаем за что-то, это тоже, по сути дела, неправильно. Надо улучшаться, и все остальное, то, что тебе, твое, оно никуда не денется, оно придет. Поэтому Мгм. я решил именно выбрать эту позицию, именно развивать себя и проводить время со своей семьей. Поэтому я считаю, что э, эта практика для меня лучше, чем бегать Мгм. все время, суетиться. Поэтому я выбрал именно эту практику. Мгм. А почему ты решил остаться в Америке? Не поехать там, скажем, ну, уехать, я не знаю, другая страна, что-то еще? Лучше возможности, наверное. Это вопрос времени. Это вопрос времени, но сейчас для меня лучше это вот эта страна, именно в плане заработка. Поэтому я считаю, что пока что мне необходимо находиться здесь, а там дальше уже время покажет, все по воле, как говорится, Всевышнего, да, и куда он... Это, знаешь, по течению просто плыву, и куда бросаю, туда и иду, в принципе. Поэтому вот так вот. Мгм. С Майком Суиком ты на связи? С Что Майком он говорит? давно не на связи, на самом деле. Мгм. Давно с ним не общаюсь. Именно не потому, что мы перестали общаться, потому что он занят своими делами. Я тут своими делами. Меня не было там почти год. Я с августа Мгм. месяца не тренируюсь и, может, ну, не активно, скажем так. Поэтому даже ребят, которые были вокруг меня, никто, я же говорю, никто не знал, где я, что я.
Просто Ты просто одним днем сел в машину и все, да? И... одним днем сел в машину и просто сказал, пора просто что-то менять, просто надо заниматься собой, наверное, скорее всего. Поэтому думаю, надо решиться, знаешь, надо выходить из зоны комфорта, искать более лучшие, наверное, варианты, способы как-то улучшиться, как-то, ну, как это бывает. Просто Мгм. решился, сел и уехал, все. Ты об американском гражданстве не думаешь, кстати? А в американском гражданстве, Да. честно, пока не думаю, не задумывался на этот счет. Вот. У меня есть P1 виза. Она дает мне возможность находиться в Америке. Пока я с ней, с этой визой нахожусь здесь. А в дальнейшем посмотрим. Время опять-таки покажет. Мгм. Ну, ты же там достаточно долго, я поэтому говорю, что там грин-карт, вот Да, это я все. уже 4-й год. Будет скоро, наверное, в ноябре будет 4 года я здесь. 4-й год. Мгм. Время быстро летит, да. Да, там, по-моему, когда 5 лет, по-моему, ты имеешь право на грин-карт подавать, если я ничего не Да, путаю. имеешь право подавать на грин-карту. Если ты не нарушал какие-то законы Америки, то тогда ты имеешь право предъявлять все свои документы и просить у них грин-карту. Как Мгм. долгожитель Америки. 5 лет это, в принципе, тоже долго. Да. 100%. Ты там все видел за это время, мне кажется, за эти Мне 4 кажется, года. да, мне кажется, за 4 года я проездил больше, чем американцы, все штаты практически. Не скажу все штаты, но на многих штатах был. Именно не то, что навещал этот штат, именно жил там. Знаешь, там пожил 3 месяца, здесь 2 месяца, там. В общем, это тоже по своему опыту. Мгм. Ну, ты сейчас стабильно в Сан-Хосе будешь. Я стабильно в Сан-Хосе в данный момент. Да, для меня лучше находиться здесь. Я нахожусь пока здесь. Мгм. Я тебя долго не буду, как бы, вообще об Нормально. этом сильно не буду расспрашивать. А ты женился на американке или, ну... Нет, нет. Мгм. Моя супруга из Беларуси. М. Да, то есть у меня Я не лезу супруга. там в личную жизнь, просто интересно. Нет, все правильно. Ну, это многие тоже задают вопросы, чтобы, знаешь, да, у меня вот не американка, Круто. То есть вы, в принципе, оба понимаете ситуацию в Америке с само, этой стороны. само собой. Да. Слушай, писал ли тебе Хабиб за все это время? Потому что я видел, что он активно комментировал твои посты. Что-то там писал, Да, типа, давай уже в бой. да, Хабиб, да, пишет. Вот недавно тоже выложил в сторисе, когда я с Кейном работал, он там что-то Да. нам рассказывал, мы с ним на лапах работали, он тоже там. Потому что когда я вернулся после женитьбы, он меня видел, я просто опухший был, огромный, поднабрал чуть-чуть. И когда я вернулся, он такой, ну, увидел, он такой, ты уже скинул? Я такой, да, чуть-чуть скинул, он такой, нормально, давай газуй. Ну, там, о своем общались очень. Мгм. Пишет там, спрашивает. Как организм? Он стал лучше за все это время, пока тебя не было в зале? Или ты чувствуешь, что, блин, простой большой? Это все в голове, я думаю, что это все в голове, я более, скажем, заряжен сейчас, чем был тогда. И Мгм. я чувствую себя просто отлично и, в принципе, лучше даже, чем был. Мгм. Поэтому я молодым скажу так, чтобы они женились, не тратили время, чтобы все было, знаешь, вот, женитьба это на самом деле помогает в твоей карьере, поэтому многих мы знаем хороших, те, кто достигли что-то в своей жизни, они все женаты, по сути дела. Поэтому это поддержка, знаешь, за каждым мужчиной стоит либо мать, либо жена. Ну, женщина стоит за сильным мужчиной. Поэтому либо мать, либо жена. Поэтому если есть возможность жениться, то не надо растягивать. Потому что все, многие думают, деньги там, а что тут. Все это как бы определено уже, знаешь, все предписано. Есть вариант, женись, все будет нормально, не переживай. Вот поэтому я считаю себя, что я лучше стал, чем был. И чувствую себя более уверенно сейчас, чем тогда. Потому что, ну, я так себя чувствую, не знаю. Я думаю, могу ошибиться, но в моем опыте это так и есть. Поддерживаю по поводу жены. Не обессудьте, да. Тут Да, поддержка полная, поддержка, как говорится. да, поддержка по-любому должна быть. Любая какая-либо поддержка, выигрыш, проигрыш, все равно ты возвращаешься домой. Ты знаешь, что тебя ждут. Понимаешь? То есть это другое совсем чувство.
Это Да. непередаваемо. Поэтому как женатый человек, понимаешь меня. Слушай, а ты анализировал, вот что было не так с твоей карьерой? Ну, то есть у тебя было достаточно и до сих пор есть большое количество фанатов вокруг тебя. Ну, реально, я просто вижу в директе, сколько мне написало «Салим вернулся». Ну, там все понятно, как бы люди следят, ждут и все такое. У тебя достаточно было, ну, лобби, назовем это так, да, потому что Хавьер мог решать там какие-то вопросы через AKA, там, и Беллатор, и все прочее. Что не так было с тобой? Как у многих спортсменов, спонсорство. Это спонсорство. В данном случае, в моем именно случае, это спонсорство, нехватка денег. Что и происходило в моей карьере, то что я выступил там в Беллаторе, там доминировал, можно сказать, над соперником. Это было тоже, по сути, чувак там уже давно выступал. И я думал, может, пойдут спонсора и придут какие-то заработки. Но этого не происходило. И каждым разом становилось тяжелее, тяжелее. И нехватка денег. Подготовка, тем более в Америке, это большая затрата. Очень большая затрата. Поэтому моя первая, скажем, проблема, почему у меня не поперло именно так, как я ожидал, или потому, понимаешь, это формула. Понимаешь, вот без одного формул полностью, когда нету одной этой, как бы она не будет формулой, понимаешь, да? То есть, поэтому я считаю, что вот нехватка денег, она и была проблема, то, что не было полноценно готов, потому что я отвлекался на работу. В то время, когда у меня бой впереди, я выходил, делал какие-то там, решал свои вопросы. И я считаю, что это была нехватка денег именно. Но все, что не происходит, все к лучшему. Это значит, должно было быть. И так должно было происходить. Поэтому я от этого сделал, что посмотрел на это со стороны, когда ушел год, увидел, исправил, теперь вернулся, посмотрим. Поэтому я считаю, что это была нехватка денег именно. Угу. Что, Нужды сейчас конкретно у тебя нет, и ты прям стабильно себя чувствуешь, ну, более-менее, да? алхамдулилля, да, более-менее, слава богу, все хорошо. Так, Сагит Загахмаев в нашем эфире, если я все правильно вижу. Сагит, мы тебя приветствуем. Тагид, салам алейкум. Да. Да. Кто еще в зале тебя встретил с распростертыми объятиями? Я не знаю, кто там сейчас Вообще, тренер. Кормье, я не знаю, есть он сейчас там, бывает? Кармен нет, Кармен не бывает, Кейн бывает. Кейн нас, как бы сейчас можно сказать, тренирует больше. Все ребята, все порадовались. И я сам был очень рад, что вернулся. Я не ожидал, что меня все так будут ждать. И у меня были возможности в других залах тренироваться. Я даже переписывался по этому поводу с тренером. Но, знаешь, лояльность – это самая важная часть в нашей карьере. И вообще человек должен быть лояльным, да. Поэтому я мог пойти также в этом в LA, там, Kings MMA или там Да. других и так далее. Были возможности, приглашали там ребята, пойдем. Я прям, когда собирался туда пойти, я прям чувствовал то, что это с моей стороны, это предательство именно. Хотя это моя карьера, я могу там распоряжаться, да, но я решил, что я не буду этого делать. Я вот ушел, значит ушел. Если вернусь, то только в ИКЕА, потому что это мой дом, я с ними начинал, поэтому я когда вернулся, меня так тепло встретили, и я не пожалел, что я не пошел туда, я наоборот порадовался за свой выбор, и поэтому, когда я вернулся, все меня прям, Салим, там, ты вернулся, очень сильно порадовались, и я сам сильно порадовался, что я наконец-то у себя дома. Вот, Круто. поэтому... Ты сейчас, кстати, ну, в доме живешь? Как живешь? Я живу в этом, в апартаменте живу. Mm. Да, в апартаменте живу. В принципе, хорошо. Пока Я что помню нет. историю, когда ты с двумя мексиканцами в одном доме жил, там, Да, было дело, знаешь. Колумбийцы пацаны были. колумбийцы, Да. колумбийцы. В Америке так происходит, что когда много людей приезжает, это называют они roommate, типа Да. по комнате Сосед. там сосед, короче. И вот так много в Америке практически, тем более в Сан-Хозе, все студенты так живут, много людей так живут. И, в принципе, я также с ними румейтом были, поэтому сейчас уже этого нету, уже лучше. Сейчас только семья.
спокойно, да. Поэтому уже лучше. Слушай, пока тебя не было, значит, произошли некие изменения в мире ММА. Значит, Лоик Раджабов вышел в финал Гран-при ПФЛ. Много кто где подрался. Ну, Мухаммад Наимов на слуху, надо признать. Сегодня парень дерется в Беллаторе. Нурулло Алиев, если все у него будет нормально, может подерется в Контендере. Ну, пацаны двигаются. Молодцы, я рад за всех, от душой, прям от души радуюсь. Я прям скажу так, что чтобы каждый из них, кто что мечтает, чтобы они цели свои добивались. Знаешь, потому что у каждого свой путь, и каждый проходит свой путь, и у каждого своя доля, и каждый получает именно ту часть своей доли, которая предназначена ему. Я радуюсь, когда ребят вижу, то, что из моей страны таджики добиваются таких высот. Я очень сильно за них радуюсь и переживаю. Я смотрел, честно скажу, за других ребят, я их бои не смотрел, но Муина бой смотрел. Очень сильно за него переживал, но получилось так, как получилось. Но я скажу так, бывает, он приехал, там, может, акклиматизацию не прошел нормально. Всякие разные, в принципе, тоже факторы есть, то, что почему он нехорошо подрался. Я ожидал от него большего, и все мы ждали от него большего. Ну, так бывает, это спорт. Почувствовал, наверное, то, что нагрузка, знаешь, все там, муин. Это все разное может быть причин. Поэтому я желаю и Нурулло, и Лойку, и Мухаммаду, и кого-то там еще назвал. Косоров, по-моему, сегодня дерется. Да, пацана, который в Беллаторе выступает. Желаем всем успехов, и чтобы они в жизни добивались тех высот, которые они мечтают, о которых они думают, чтобы у них все получилось. И смотря на них, чтобы мы тоже восхищались и пытались равняться, ну, хотя бы быть близко к с этими людьми. Поэтому я желаю им успехов. Тебя на родину не тянет? На родину тянет. Родина все равно. Ты же сколько там не был, получается? Если не соврать, я уехал, мне было лет 18, потом, ну, в 2016 вернулся. Мы должны были... Да, в 16 вернулся и уехал, можно сказать, 16 на 3 дня. За загранпаспортом заехал и взял и уехал. К сожалению, не получилось у меня больше там побыть. Скучаешь? 16. Относительно, да. Ну, по семье, ну, понятно, что там. По родным, да, по родным скучаю. Скучаю. У тебя, небось, в директе там просто, да, ну, вал сообщений. Да, пишут, все поздравляют, все радуются, брат где-то был, мы переживали, мне очень, реально было очень приятно, что столько людей, ну, неравнодушны к моему отсутствию, знаешь, все там переживали, там, когда я вернулся, все там начали писать слова поддержки, там, мы переживали, там, что с тобой, мало ли, там, всякие там мысли у людей возникали в голове, да, но я им хочу сказать, как раз есть момент, воспользоваться этим моментом, хочу поблагодарить этих людей, которые переживали за меня. У меня все хорошо, жив, здоров, как я написал в своем посте. Не переживайте. Так что большое вам всем спасибо. Ты свою жизнь связываешь с Америкой? Вот дальнейшую? Дальнейшую? Не знаю. Время покажет. Честно, не знаю. Даже... Ну, то есть, знаешь, как закрепиться там и двигаться там, например. Ну, закрепиться, именно двигаться здесь, почему бы нет? Почему бы нет? А так хочется попутешествовать, увидеть страну, мир, знаешь. Поэтому пока что здесь. Много времени ты потерял, да, на то, чтобы зубами грызться за эту жизнь? Знаешь, жизнь, она такая штука, то, что приходится за свою бороться. Знаешь, слабину дашь, и оставаться мужчиной на самом деле трудно. Поэтому, если ты выбрал какой-то путь, и ты хочешь по ней идти, ты должен падаешь, должен коленами, да, там, ползать. Если коленом не получается, то лежа, как эти военные ползают, я не знаю, как это называется. Вот, поэтому ты должен в любом случае, если ты выбрал этот путь, и ты думаешь, что это правильно, ты должен идти по ней, не слушая никого, потому что, ну, разные люди приходят, по-разному тебе начинают там, тебе говорить, то у тебя не получится, или там, и так далее. В жизни ты сам понимаешь, как медийный человек, это всегда, ты тоже, наверное, говорили в начале твоей карьеры. Вот такими. Да, и всегда тебе говорят, и вот такими. Ну,
как говорится, это и делает нас тем, кем мы являемся. Поэтому надо выбирать, именно четко понимать, что ты хочешь оставить за собой, какое наследие оставить. Потому что все это остальное, все эти выигрыши, пояса, все остальные, эти все является на самом деле причиной того, что ты строишь себя как человек. Поэтому мы должны именно понимать, к чему мы идем, чего мы хотим от этой жизни. А у тебя флешбеки бывают? Или там, ну, может сняться ужасы по ночам? Знаешь, из прошлой жизни, там, из Подмосковья, из какого-нибудь там Красногорск, там, или что-то вот это? У меня с Красногорском реально, у меня очень хорошие, скажем, были моменты. У меня всегда были хорошие моменты. У меня с Россией всегда связывают именно хорошие моменты. У меня как бы не было таких вот моментов, как я вот в интервью у ребят слышал. У меня таких не было. У меня все было как бы замечательно. Поэтому у меня только снятся хорошие сны. Добрые сны снятся. Понимаешь? Уже хорошо. Уже хорошо. Уже То есть, ну, хорошо. ты за эти полгода почистил, да, немного голову, скажем так, от всего того, что могло тебе негативом мешать? Да, негатив всегда надо не давать негативу влезть в твою голову. Даже как, скажем так, затянем, скажем, человек не должен думать о негативе, он всегда должен думать позитивно. В любом случае он должен думать позитивно. Получилось что-то нехорошо, это невыгодно в его жизни. По-любому он должен повернуть это на позитив, потому что в этом есть для него, скажем, благо. Это и есть позитив. Поэтому мы должны всегда на что-то, на все вещи смотреть позитивно, а не негативно. Негатив притягивает негатив. Позитив всегда притягивает позитив. Поэтому нужно быть всегда позитивным человеком и стараться всегда думать позитивно. Поэтому я именно... 100%. Негатив – это деструктивное чувство. Нет. Всегда позитивные мысли, позитивные чувства. И это тебе поможет в жизни. Я так... Да. Что ты хочешь сам? Ты хочешь UFC, ты хочешь Bellator. Что бы ты хотел вот для своей карьеры? Для своей карьеры я бы хотел бы просто... На самом деле очень хороший вопрос. Я об этом даже не задумывался, что ты мне задашь такой вопрос. Но эта мысль мне всегда в голову приходит. Что дальше? Это, в принципе, то же самое. Что дальше? Я бы сказал, чтобы не говорить большие громкие слова. В глубине души я мечтаю, чтобы попасть в UFC, там, подраться там, и стать бойцом UFC, допустим, как и все другие бойцы, да. Но понимая суть, то, что нужно мыслить реалистично, я скажу так, время покажет. Но в глубине души я мечтаю об этом, то, чтобы я там подрался, чтобы хотя бы одел эти перчатки, потому что у меня до сих пор ВКонтакте стоит, когда я только начал ММА в 2012 году в клуб Альянс. После первой же тренировки я написал у себя в статусе в UFC, то есть мысли были такие. Даже выступая в Беллатор, я не поменял этот статус. Потому что все равно в глубине души я всегда думаю об этом, то что если попадет, если получится и будет у меня шанс выступить там, я бы с удовольствием. Я бы не отпустил бы этот шанс. Понимаешь? То есть, А возможности чувствуешь у организма? возможности? Да. Невозможного же не бывает. Все возможно. Все зависит от нас. Мы должны сделать причину и надеяться. Поэтому все возможно. Говорят, это не просто. На самом деле все просто. Нужно делать. А там время покажет. Ну, отлично. Салим, я тебя рад видеть. Опять-таки позитивно думать нужно, понимаешь? Опять-таки позитивно. Если я тренируюсь, и я говорю то, что да, нет, я не попаду, это, в принципе, невозможно, то это негативные мысли. Когда ты тренируешься, ты надеешься, думаешь, да, все возможно. Почему бы нет? Делать причину. Слушай, а первую тренировку, первый спарринг, вспомни, как ты вернулся, как ты выглядел. Там, небось, щеки такие, ты пришел там. Честно скажу, не очень хорошо. Год отсутствия, это на самом деле, это я думал, я сейчас вернусь, нормально, думаю, будет хорошо. Но на самом деле оказалось не так. Кидали, бросали.
Ну ничего, по чуть-чуть набираю, возвращаюсь. Ну, ребята за год набрали, конечно, поэтому теперь нужно догонять их. И было тяжело, на самом деле. Ну, ничего, уже на второй неделе себя чувствовал хорошо. Уже вот сегодня тоже были спарринги. Себя замечательно чувствовал, в принципе, уже лучше. То есть не было у тебя, да, такой мысли, блин, нафиг я туда вернулся вообще, ну... Не, у меня, наоборот, были мысли, что я вернулся, сделал правильно. Теперь есть куда расти, есть куда стремиться. Да, такие Круто, мысли. круто. Салим, я тебя рад видеть. Я Мы тоже все рад рады, видеть. что ты вернулся. Желаем тебе, как говорится, только Спасибо. успеха. Спасибо, Ягорян. Желаю тебе Спасибо успеха. большое, Салим. На связи everyday. Все, на связи. Береги себя. Все Все, доброго. пока-пока, взаимно. Всем пока, друзья. Мир твоему дому. Пока.